Башкортостан – крупнейшая национальная республика Российской Федерации, где исторически сформировалось уникальное сообщество межнациональной дружбы и гармонии. В республике проживает более 160 национальностей, и башкирская модель межнациональных отношений считается образцовой на всей территории России. Однако мир в республике на протяжении десятилетий пытались нарушить различные деструктивные организации, ярким представителем которых является признанная Верховным судом республики экстремистской организация «Башкорт». Апогеем деятельности организации стало так называемое «Баймакское дело», где в результате провокации Фаиля Алчинова и Фанзиля Ахмедшина были совершены нападения на сотрудников полиции и организованы массовые беспорядки. По Баймакскому делу задержаны более 80 человек, которым грозят большие сроки лишения свободы. В этом документальном фильме мы попытаемся выяснить с вами причины и последствия деятельности этой организации, а также ответить на следующие животрепещущие вопросы. Как так получилось, что под носом у государства сформировалась и действовала откровенно враждебная экстремистская организация? Кто такой Фаил Алчинов и почему он виноват в баймакских событиях? Каким последствиям привела деятельность экстремистской организации «Башкорт» и почему подобные организации исключительно опасны как для Республики Башкортостан, так и для России? Экстремистская организация «Башкорт» – незарегистрированное общественное объединение радикально-националистического толка. Основополагающими принципами идеологии организации становится политика, построенная на исключительности и превосходстве своей нации, признание главенства национальности в общественном развитии, конфронтация интересов одной национальности с другими, стремление к независимости и созданию национального государства без примеси других наций. Свои идеологические постулаты члены экстремистской организации активно подкрепляли выдержками из трудов Ахмед Заки Валиди. Экстремистская организация «Башкорт» создана 6 июня 2014 года на фоне раскола другой этнонационалистической организации «Кукбуре». Тогда заместители председателя «Кукбуре» Фаил Алчинов и Руслан Габбасов демонстративно вышли из организации и начали проявлять мощную активность, в том числе подкрепленную финансовыми средствами. Комментарий башкирского активиста Файзулы Шахисламова. Кукбуре распадается, и после этого странным образом, получается, вот пацаны вообще вот эти вот не работают. Ну, во время Кукбуре были более интеллигентные ребята, там, такие вот, образованные пацаны были. Там не было зэков, вот этих посидельцев, да, всех вот этих, которые после тюрьмы там начали приходить. Когда Башкорт образовался, появились откуда-то 3 белых Шкоды Октавии. Почему появились, я скажу. Ко мне на регистрацию ребята обращались, на регистрацию автомобилей. Вот. Я был удивлен, сперва Сальманов Азат приехал машину на учет поставить. Потом немного времени проходит, тут же приходит Фаиль, а Фаиль тогда молодой, никогда нигде не работал. Он единственный, наверное, промежуток у него в ВКБ в исполнительном комитете проработал там год-полтора. И потом Фаиль приходит, новая Шкода Октавия, такой же цвет, белый, такой же комплектации, один в один, как у этого Азата. Потом, тут же после Фаиля приходит Байназаров Рамзиль, тоже такая же Шкода Октавия. Белая, тоже такой же комплектации. Меня это удивило, но откуда молодые пацаны тут всю жизнь работают люди, да, и не могут купить с нуля машину, Шкоду Октавию такого класса, и тут появляется целых 3 сразу. У пацанов, у которых вообще деньги никогда не водились. После этого странным образом, распадается организация Кукбуре. Кукбуре распадается, и ребята создают общественную организацию «Башкорт». Башкорт, они ко мне, тоже подходили, спрашивали, как ты думаешь, Фаизагай, если мы назовем Башкорт? Я им в то время сказал четко и ясно свое, я негативно к этому отнесся, я им сказал, что не может общественная организация носить имя целого народа. Я им сразу сказал, что если вы вдруг обойдетесь, будет за вас обтекать весь башкирский народ. Потом Башкорт организовывается,
И начинается череда непонятных вот этих вот, которые вот не были, да, до этого межнациональных каких-то стычек. То есть, да, они не были, вот не были, да, вот и сейчас нету, да, и вот они с пальцев высосанные появляться начали. То есть скандал какой-то там в Сибае, якобы с курдами. Приезжают туда ребята, да, никаких там курдов не было. Два башкира между собой там подрались в кафе, а кафе только курдовское. Ну, курдам принадлежит только кафе. Потом, значит, вот это вот белорецкое событие тоже там на проводах в армию между собой башкиры там подрались, да, и с одним башкиром там учится в медицинском колледже в местном один таджик, и такой он местный, он давно уже живет, там родился. И получается, что они его с собой привели, и вот им вот этот вот пацанчик, который вообще нигде не участвовал, повод вот это вот сказать, что это таджики там и чеченцы там приплели. Там же Габбасов почему-то провоцировал вот это вот, да, отдайте нам чеченцев там, что он хотел с ними сделать. Вот, ну, произошло то, что произошло. В итоге я, опять же, чеченцев не собираюсь зачислять. Наши пацаны пострадали. Уже тогда деятельность организации привлекла внимание силовых структур, итогом которой стало возбуждение региональным МВД уголовного дела на Фаиля Алчинова, Руслана Габбасова и Юлая Аралбаева за жестокое групповое избиение инвалида Ильмира Мамбетова в туалете Уфимского дворца молодежи, несогласного с деятельностью организации. Однако уголовное дело было спущено на тормозах. В этот же день Рауфа Рахимова была на этой площади. На этой площади Рахимова Рауфа увидела Фаиля, и на все услышание, там было очень много народу, ну человек 10 точно было, да, она подошла к Фаилю и спросила: Фаиль, Хамитов теперь ушел, кому будешь теперь с***ть? Это было вот дословно так сказано. Почувствовав определенную уверенность в своей безнаказанности, организация разворачивает агитацию и пропаганду среди башкирского населения в сельской местности. В лучших традициях националистического популизма лидеры организации придавали этнический окрас любым бытовым или хозяйственным конфликтам, а также активно вмешивались в политические процессы, пытаясь устроить торг с властью и все более радикализируя свои политические требования. Параллельно экстремистская организация «Башкорт» создавала свои филиалы в районах, где проходили ЕИНы, собрания, тем самым пытаясь расширить границы своей националистической пропаганды. Попытки муниципальных властей вступить с ними в диалог сопровождались ухмылками со стороны активистов, которые прямо говорили о том, что теперь они здесь настоящая власть, и угрозами привести на акции протеста несколько тысяч башкир. Любых несогласных с их деятельностью они тут же объявляли врагами башкирского народа. В этой связи примечательно, что привычка выдавать личные мнения от всего башкирского народа является одним из самых любимых приемов этих активистов. Лидеры организации позиционировали себя совестью нации, однако на деле представляли собой людей с нечистой биографией. Фаиль Алчинов родился 7 декабря 1986 года. Уроженец села Юлдыбаева Зилаирского района Республики Башкортостан. Официально никогда не работал. В собственности имеет 2 квартиры в Уфе, автомобиль иностранного производства. В декабре 2018 года привлекался к административной ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения» за организацию акции протеста в городе Баймак. 29 октября 2015 года в отношении Алчинова Фаиля, Габбасова Руслана и Аралбаева Юлая отделом полиции номер 7 УМВД России по городу Уфе было возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 115 УК РФ по факту нанесения телесных повреждений гражданину Мамбетову, председателю Курултая Башкир города Оренбурга. В декабре 2018 года привлекался к административной ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения» за организацию акции протеста в городе Баймак. Габбасов Руслан родился 18 июля 1979 года. Уроженец села Петровское Ишимбайского района Республики Башкортостан. Безработный. Имеет дочь-инвалида, которую бросил вместе с женой, не оказывает им финансовой поддержки.
В 2004 году Лефортовским районным судом города Москвы был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», и приговорен к 7 годам колонии строгого режима. 30 августа 2004 года, примерно в 22 часа, он умышленно нанес не менее 2 ударов ножом в область груди гражданину Гаврильченко, своему коллеге по работе на шарикоподшипниковом заводе в городе Москве. Показания свидетелей говорят о том, что Руслан Габбас вымогал деньги и избивал некого молодого человека по фамилии Абрамов, за которого впоследствии заступился Гаврильченко, в результате чего получил раскладным ножом удар в грудную клетку. 29 октября 2015 года в отношении Алчинова Фаиля, Габбасова Руслана и Аралбаева Юлая отделом полиции номер 7 УМВД России по городу Уфе было возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 115 УК РФ по факту нанесения телесных повреждений гражданину Мамбетову, председателю Курултай-Башкир города Оренбурга. В 2022 году эмигрировал в Литву, где получил политическое убежище. В настоящее время работает на украинскую разведку. Галин Ильнар. Родился 23 октября 1987 года. Уроженец села Баимово Баймакского района Республики Башкортостан. Официально не трудоустроен. Работает в сфере строительного демонтажа и позиционирует себя как учредитель ООО «Демонтаж Ресстрой». Проверка ЕГРУЛ показала, что компания официально не зарегистрирована. По оперативной информации он выстраивает свою работу на неформальных началах, уходя от уплаты налогов и социальных взносов. Получая подряды на строительный демонтаж, снос стен, кладка кирпича, вывоз мусора, ищет разнорабочих, неблагополучных жителей города Уфы из числа башкир и эксплуатирует их за 500 рублей в день, не обеспечивая их надлежащими условиями труда. По словам одного из его разнорабочих, ведет себя крайне высокомерно, применяя нецензурные выражения и не чураясь физического насилия. Любит приезжать на проверку выполненных работ в костюме, пытаясь всем видом демонстрировать наличие у себя высокого социального статуса. Аралбаев Юлай. Родился 18 ноября 1984 года. Уроженец села Ахмерово Ишимбайского района Республики Башкортостан. Официально не трудоустроен. С 2014 года является активистом экстремистской организации «Башкорт», был задействован в проведении всех мероприятий экстремистской организации «Башкорт», принимал участие во всех протестных акциях, проводимых организацией. 4 ноября 2018 года организовал сход экстремистской организации «Башкорт» возле горы Таратау в Ишимбайском районе, куда был приглашен основной актив организации. На данном сходе он был выбран старшим от организации «Башкорт» по району. Имеет судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. 9 октября 2008 года мировой судья города Ишимбая признал Юлая Аралбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека», частью 2 пункта А статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», частью 1 статьи 116 УК РФ «Побои». Юлай Аралбаев из хулиганских побуждений в течение нескольких дней в июле 2008 года избивал людей по малозначительным поводам у недостроенного магазина «Селиук» села Ахмерово Ишимбайского района. Мухамедянов Ильмир родился 15 марта 1989 года. Уроженец села Зелим-Караново Гафурийского района Республики Башкортостан. В 2006 году был осужден на 3 года условно и признан виновным в грабеже с применением насилия. Ограбил пенсионерку. А уже через год, в 2007, снова осужден, но уже за вымогательство, тоже сопряженным с применением силы. Ахмедшин Фанзиль был осужден 28 марта 2013 года Уфимским районным судом Башкортостана на 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Ему в вину вменялось нарушение 3 статей УК РФ. Часть 2 статья 188 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ». Часть 1 статья 228 УК РФ «Незаконное хранение и перемещение наркотических веществ». И часть 1 статья 282 УК РФ «Возбуждение религиозной ненависти». Влиянием Ахмедшина связано увеличение числа ваххабитов в рядах экстремистской организации «Башкорт». Себя он называет духовным лидером организации «Башкорт». В 2020 году Верховный суд Башкортостана признал экстремистской организацию «Башкорт» и запретил ее деятельность. Административный иск в защиту интересов государства, общества подал прокурор Башкортостана.
Свои требования прокурор обосновал тем, что при активном участии руководителей Башкорта, ранее судимых за совершение экстремистских преступлений, на территории республики организовывались массовые публичные мероприятия, на которых людей призывали к экстремистской деятельности и вовлекали в его состав новых участников. Также активисты проводили несогласованные митинги. При этом в ходе публичных акций протеста руководители организаций заявляли о враждебных намерениях власти против башкирского народа и башкирского языка. Члены Башкорта использовали плакаты, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды к лицам небашкирской национальности. По заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения о том, что власть ущемляет права башкир. А в группе «Башкорт» в одной из социальных сетей публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства. Члены организации привлекались к ответственности за нарушение установленного порядка организации проведения публичных мероприятий. Вместе с тем, решение суда о признании организации «Башкорт» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России фактически оказалось всего лишь декларативным решением. То есть формально признали и запретили, но фактически это решение никак не отразилось на деятельности лидеров и активистов «Башкорт». Продолжались те же деструктивные практики организации, проводились те же мероприятия, звучали те же популистские речи. Наблюдая пару лет за происходящим, лидеры экстремистской организации «Башкорт» поняли, что не надо себя так называть, и в остальном ничего не мешает им вести себя так же, как и раньше, ездить по сельским глубинкам, баламутить народ. Можно сказать, что члены организации не восприняли всерьез сигналы государства и продолжили противоправную деятельность. Ключевым поводом баймакских событий стало осуждение Фаиля Алчинова на 4 года колонии общего режима по части 1 статьи 282 УК РФ. По этой статье судят за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение 1 года. Что это означает? По данной статье уголовная ответственность наступает за публичные экстремистские высказывания, совершенные во 2-й раз в течение 1 года. За 1-й раз человека привлекают только к административной ответственности. Тем самым государство дает человеку подумать над своим поведением, сделать выводы над своими публичными речами, допуская, что 1 раз человек может и отступиться. Рассмотрим оба случая публичных выступлений Фаиля Алчинова, в которых суды усмотрели экстремистские высказывания. Первый случай произошел во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Так, 24 сентября 2022 года Алчинов обратился к башкирам со следующим призывом на башкирском языке. «Самых умных и сильных башкирских ребят бросают в огонь. Это для башкир самый настоящий геноцид. Война против Украины не наша война». Также он обратился к родителям, призывая их не посылать своих детей на бессмысленную войну. В этом же его призыве пространное рассуждение о России как империи, не разделяя государство в исторической перспективе от русского государства и Российской империи, часто обобщая понятием «это империя». При этом рассматривает Россию как государство одного народа – русских. И обвиняет Россию и русских в многовековом геноциде, угнетении, унижении и грабежах башкир. Что это, как не противопоставление русских и башкир? Речевая цель его обращения – убеждение и навязывание националистических взглядов и отношений, построенных на противопоставлении своих башкир и чужих русских и русского государства, способного на геноцид, угнетение, грабеж и репрессии других народов. Очевидно, что такой текст разжигает ненависть между двумя народами, веками мирно живущими на одной земле и в составе одного государства, имеющими одну общую историю. Согласно материалам административного дела, результатом оказываемого психологического воздействия обращения Алчинова является внедрение в массовое сознание башкир мысли о том, что истинный враг и агрессор для башкир было и остается русское государство, Россия. Данное высказывание было сделано на фоне процесса мобилизации и ухода добровольческого полка Башкортостан на фронт. По сути, это попытка срыва мобилизации, а значит и подрыва обороноспособности страны на пике противостояния с украинскими формированиями и блоком НАТО. В то время, когда вся страна мобилизовалась, чтобы дать отпор врагу,
Фаиль Алчинов выступил с призывами, выгодными только этому самому врагу. В итоге, по данному случаю, Кировским районным судом Уфы Фаиль Алчинов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ. В качестве наказания назначен штраф в 10 тысяч рублей. Несмотря на достаточно жесткие и явно разжигающие ненависть между народами высказывания, Фаиля Алчинова привлекли лишь к административной ответственности, поскольку в 2022 году это было в первый раз, задокументированный законом первый раз. Второй случай экстремистского высказывания, повлекший привлечение Алчинова уже к уголовной ответственности, произошел через 7 месяцев, 23 апреля 2023 года, на так называемом «сходе» в селе Ишмурзино Баймакского района. Видео этого выступления есть в интернете, каждый, кто хочет, может посмотреть. Целиком текст выступления приводить не будем, остановимся на отдельных моментах. В частности, есть следующее высказывание. «Скоро нас не останется. Наши земли, народ уничтожали веками. Это наша земля, мы отсюда не уедем. Армяне уедут в свою страну, русские уедут в Рязань, татары уедут в Татарстан. Черный народ уедет к себе. Мы не можем уехать. Наш дом здесь». Алчинов почему-то упирает на эту фразу, якобы «кара халык» – черный народ, использовал в понимании как чернорабочие, хотя здесь, как видите, идет перечисление названий национальностей. Далее, «под нами не осталось нашей земли, мы стоим на одной ноге, поэтому односельчане, башкиры, надо объединяться. Абзелиловские, если нужна помощь, мы не чужие люди, это наша земля, и без этого наши исконные земли, земли наших предков. Оренбуржья, Кургана, Перми отобрали у башкир, остался маленький Башкортостан. Поэтому нужно просыпаться, нужно прийти в сознание. Хватит, ради кого погибают наши парни. А в это время тут некому защищать наши земли. Армяне тут забирают наши земли, и не только армяне, говорю в кавычках, есть и другие». И снова, как видите, противопоставление народов и противопоставление башкир своему государству. Заметьте, что Алчинов не ставит целью обсуждения путей решения проблем, а стремится возбудить аудиторию, вызвать широкий общественный резонанс, раскачать и дестабилизировать ситуацию. Так у него было всегда и везде. Можно много приводить примеров, практически каждое публичное выступление Алчинова характеризуется одинаково. Вспомним наиболее медийные провокации Алчинова. 7 ноября 2020 года, когда в селе Кармаскалы силовые ведомства республики провели профилактические мероприятия, в результате чего были задержаны 36 человек, большинство из которых активисты и сторонники экстремистской организации «Башкорт». У задержанных было изъято огнестрельное и холодное оружие. Суть кармаскалинской истории сводилась к следующему. Используя конфликт двух местных жителей, встать на защиту одной из сторон и, используя физическое и силовое преимущество, взять под контроль армянский бизнес. Правда, армян в той истории по факту не оказалось. Вместе с тем, первым о беспределе полиции в социальных сетях начал писать Фаиль Алчинов. Позже пост он удалил, призывая встать на защиту совершенно безобидных 36 молодых башкир. В посте также противопоставлялись армяне и башкиры. В 2018-2019 годах экстремистская организация «Башкорт» по поводу и без повода собирала сотни ребят в тех или иных населенных пунктах Зауралья. Например, в курдском кафе в Сибае на фоне потребления алкоголя подрались два башкира. Дальше сплетни по чатам соцсетей и мессенджеров. В итоге в Сибай съезжаются несколько сотен молодых башкир наказать курдов за якобы избиение башкир. Побродив, ребята поняли, что курды ни при чем, и разъехались. Белорецкий студент медколледжа, местный таджик или узбек, присутствовал при разборке двух местных студентов – башкира и татарина. Просто присутствовал. Причем парень худощавый и мелкий. Сплетни в чатах извратили эту историю в противостояние башкир то ли с таджикской диаспорой, то ли с узбекской. И снова несколько сотен молодых башкир съезжаются наказать диаспору пришлых мигрантов. Каждая из этих историй сопровождалась эмоциональными постами Фаиля Алчинова и других лидеров организации «Башкорт» в соцсетях с призывами каждому неравнодушному башкиру выехать на место и защитить поруганную честь башкирского народа. Как видите, Фаиль Алчинов просто провокатор и популист.
но его маргинальное окружение и политическая оппозиция пытаются представить его как совесть нации и лучшего сына башкирского народа. Нельзя и не упомянуть тот факт, что уголовный бэкграунд, помноженный на политические амбиции, порой вызывал неподдельный смех республиканской общественности. Апогеем такого политического маразма организации стало новогоднее поздравление Фаила Алчинова башкортостанцам, записанное на фоне Белого дома. С течением времени вокруг баймакских событий сложилось множество мифов и интерпретаций. Их диапазон широк. От того, что провокации организовали власти, до того, что отец 4 детей ни в чем не виноват. От организации массовых беспорядков открещиваются блогеры, интеллигенция и иные так называемые активисты, которые открыто призывали народ прийти поддержать Алчинова. После возбуждения уголовного дела вдруг оказалось, что никто никого не звал, а народ сам пришел поддержать лидера экстремистов. Так ли это было на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попытаемся восстановить хронологию произошедших событий на основе анализа открытых данных, материалов, уголовных дел и комментариев участников событий. По данным источников в правоохранительных органах, окружение Фаиля Алчинова до последнего рассчитывало на оправдательный приговор или условное заключение. Они привыкли к тому, что возбужденные в отношении них уголовные и административные дела волшебным образом всегда спускались на тормозах. Они всегда ждали, что влиятельные люди придут договариваться с ними, как это было всегда. Однако после судебного заседания 11 января в городе Баймаке окружение Алчинова, видимо, осознав негативные перспективы уголовного дела, резко активизировало свою информационную деятельность в соцсетях и националистических телеграм-каналах. Куштау Байрам, Фаиль Алсынов, тот самый из Башкорт и другие. Одновременно 13 января в его поддержку в формате видеообращений выступила оппозиционная властям часть башкирской интеллигенции с целью вывести на эмоции простых жителей республики. Режиссер проекта Юрак Наиля Сафаргулова: «У меня уже болит сердце от этой абсурдной ситуации, организованной на каких-то непонятных, надуманных материалах, где вновь затрагиваются интересы нашего народа». В этот же день с целью мобилизации населения на протестные акции с обращением в поддержку Алчинова выступили предприниматель Азамат Галин, журналист Пруфы Рамиль Рахматов, писатель Зигат Султанов. Особо радикальными и эмоциональными заявлениями отметились следующие завсегдатаи протестных процессов в республике. Рауфа Рахимова: «Наши журналисты уже в Баймаке и завтра будут вести репортаж с места событий. Мы, Фаиль Алсынов, Далой Куштанов и Манкуртов. Они уже соревнуются в лизоблюдстве, и некоторые уже в трубку плачут, просят записать их в список Куштанов, чтобы отчитаться перед Хабировым. Такой стыд и позор. Достали гастролеры, кровососы. Пора вам домой. Оставьте в покое нашу республику. Почему вы с особым остервенением преследуете башкир?» После того, как Генпрокуратура возбудила уголовное дело, Рауфа Рахимова удалила данный пост. Отдельного внимания требует роль некоторых республиканских средств массовой информации, как в баймакских событиях, так и в целом в информационной поддержке деструктивных активистов. Так, например, региональное издание «Пруфы» уже давно и системно оказывает информационную поддержку создателю экстремистской организации «Башкорт» Фаилю Алчинову. С 2016 года издание опубликовало более 200 материалов с упоминанием его в нейтральном или позитивном контексте. Во время баймакских событий сама Рауфа Рахимова и ее издание практически стали информационным рупором националистов. Запускаемые ими информационные волны оказывали мобилизационную роль в протестных событиях, а также создавали негативную картинку внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов. Кроме того, создаваемые пруфами нарративы активно использовались украинским ЦИПЦО. Возможно, именно поэтому, когда все запахло жареным, журналисты издания начали активно фантазировать и преподносить случившееся в Баймаке как провокацию одного регионального чиновника, который специализируется на политтехнологических интригах ради шкурных интересов. Якобы протесты в Баймаке искусственны и затеяны Хабировым для сохранения кресла. Все это выглядело как попытка выработать собственную линию защиты в условиях разбора федеральным центром ситуации в Башкортостане. Как сообщили источники, роль деструктивных средств массовой информации в протестных событиях не осталась незамеченной. Не остался в стороне и коллаборационист из запрещенной экстремистской организации «Башкорт» Руслан Габбасов, который призвал жителей к участию в массовых беспорядках. Руслан Габбасов, инагент, работает на ВСУ,
пытался эксплуатировать тему событий в Баймаке. Он разместил фотографии лидеров бурятского, якутского, эрзянского националистических движений, представителей башкирской диаспоры в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Майами, Берлине, выступивших с пикетами в защиту Фаиля Алчинова и против репрессий в Башкортостане. Отметим, что все эти националистические движения контролируются западными спецслужбами и состоят из беглых политических иммигрантов, бросивших свою страну. Примечательно, что к теме баймакских протестов подключился паблик «Ирандыкский Сабантуй», который объявил о сборе денег для тех, кто не сможет приехать в суд, но готов оказать финансовую помощь. Примечательно, что и здесь мы можем увидеть иностранный след. Модератором этого паблика является блогер Артур Ахметов. Он известный модератор крупных башкироязычных пабликов в социальной сети ВКонтакте, которые объединены под брендом «Серляшаек» – «Загадочные». Он действует в плотной связке с Русланом Габбасовым, который работает на ВСУ и на которого в России уже 2 уголовных дела за распространение фейков и призывы к террористической деятельности. Опыт работы с населением у Ахметова есть, он сертифицированный мошенник. В 2014 году он был осужден по статье «Мошенничество, совершенной организованной группой». Причем обманывал буквально своих соседей, оформлял на доверчивых односельчан кредиты обманным путем, овладевая их документами. Один из таких бедолаг даже покончил жизнь самоубийством. До протестных событий он эмигрировал в США и уже оттуда модерировал информационное освещение баймакских событий. Так, например, на этих кадрах вы можете увидеть его тещу Марзию Ирназарову, которая снимала кадры с места событий и отправляла их мужу-дочери в США. Откроем вам еще одну тайну. Сразу после протестов в Баймаке дочь Артура Ахметова получила грант от правительства США в размере $60 тысяч на обучение в одном из американских университетов. Вслед за этим крайне эмоциональное видеообращение записал соратник Алчинова, представитель Совета аксакалов экстремистской организации «Башкорт», один из лидеров салафитов Башкортостана Фанзиль Ахметшин. Посмотрите, как он со слезами на глазах просит, умоляет башкирскую общественность прийти на митинг. Бүгінгі күнде түрлі структураларда эшләгән башкорт егеттеріне һәм кызларына мөрәҗәгать иткем килә. Егеттәр, ничек йоклайһығыз? Авыр төшләр кермәйме? Әгәр дә иртәнән һуңга файлды хөкем итеп төрмәгә утыртһалар, ничек кайтып балаларыгызды косакларһығыз? Нисек файлдан баллары атаһын һагынып илаган сакта нисек шул вакытта кирәк булган сакта әйтмәгән һүзләрегез өчен нисек йокларыгыз, егеттәр һәм кызлар, апайдар, агайдар, егеттәр, кызлар, әйтегез һүзегезде, ысын йөрәк һүзегезде әйтеп калыгыз. Адактан һуң булмаһын. Һеҙҙең менән урамда, мәктәптәрҙә күрешкән саҡта нисектер ысын күңелдән ҡосаҡлашып, башҡорт тип, милләттәш, рухташ, замандаш тип ҡосаҡлашып һөйләшке килә, аралашҡы килә. Әммә һеҙ бөгөнгө көндә ауыр саҡта ошо үҙебеҙҙең егетебеҙҙе яҡлап сыҡмаһағыҙ, ихлас итеп ҡосаҡлашып күрешеп булмаҫ ул. Шуға күрә һәр берегеҙ үҙегеҙ һайлауҙы бөгөн эшләгеҙ. Бөтәгеҙгә лә Баймаҡҡа ла килегеҙ тип әйтеп булмай. Эшегеҙ дә булыр. Әммә һүҙ әйтеп була егеттәр. После призыва Фанзиля Ахметшина и в поисках возможности хайпануть на теме, 14 января стали выкладывать аналогичные обращения к народу другие представители интеллигенции. Это певец Алтынай Валитов, блогеры Мисс Ильнара, Галимуш, Азамат.ру, Крейзи Башкорт, папа-блогер, мама-блогер Ильдар Юмагулов, экс-ведущий БСТ Тагир Вахитов, националист Сагит Исмагилов, режиссер Ляйсян Мазитова, филолог Фаниль Кузбеков, адвокат Гарифула Япаров, артист Риф Габитов, певицы Альфия Юлчурина, Минзаля Яхина, Альфия Загидулина. Эти и другие лица не только выступили с призывами, но и были участниками этих событий и активно освещали в социальных сетях.
Так, блогер Галимуш призывала население приехать в Баймак и тем самым вводила людей в заблуждение, что за участие в несанкционированных митингах не последует наказания. Не бойтесь ни в коем случае, простой кишиге, простой халыкка никто ничего не будет делать, никого не будут задерживать. Әлегенә бүтән өйләрдә языштым, блогерлармен да барасак, ничего не отменяется, все на месте, иртәгә в 9:30 булабыз суд алдында, как штык барып торабыз. Блогер и певец Алтынай Валитов выступил с призывом принять участие в беспорядках не только башкир, но и представителей других национальностей по всей России. Я не могу молчать. Я беру ответственность в свои руки и обращаюсь к башкирам и не только, а всей многонациональной стране. Нашим братьям, татарам, бурятам, чеченцам, тувинцам, дагестанцам, калмыкам, якутам, марийцам, удмуртам, алтайцам, всем, кого еще не перечислил. Собирайтесь, выходите к зданиям администрации ваших городов. Следует отметить, что сам блогер на несанкционированном митинге не участвовал. Так, в материалах суда певца Айгиза Ишмурзина, которого осудили на 8,5 лет по баймакскому делу, фигурировала переписка с блогером Алтынаем Валитовым, где тот просил Ишмурзина быть его глазами и ушами на площади перед судом. А певицу Альфию Загидуллину следует выдвинуть на кинопремию «Оскар». Смотрите, какими слезами обливается, призывая своих подписчиков бороться за свободу главного экстремиста республики. А здесь блогер-мама Сазали вещает с места событий. В описании ее блога написано, что она учительница в декрете, мама 5 детей, вдова. Интересно, пользуется ли одинокая многодетная мама социальной защитой того государства, против которого выступает экстремист Фаиль Алчинов и инагент Руслан Габбасов? А здесь блогер под ником Crazy Bashkort пытается из себя изобразить корреспондента и вещать с места событий. Хәзер пока ситуация безнең Башкирияга, Баймак районында суд иргәһендә шулай. Посмотрите, как мисс Ильнара подогревает публику, пытаясь вызвать эмоции у пользователей соцсетей. А здесь она обвиняет других блогеров за то, что не высказали свое мнение, этим самым подталкивая их на защиту экстремиста, ну и, конечно же, к статье. Вещали также блогер-папа, блогер-мама. Блогеры активно отмечали, пиарили друг друга за чаепитием, тем самым давая посыл другим блогерам присоединяться. Еще текта, кем тиган блогер, еще Сазали банда, Crazy Bashkort, зимний победим. Верх цинизма, смотрите. Чему радуется блогер? Просмотров больше, а значит хайпа больше. Эту запись блогер Галимуш выложила после призыва собраться на несанкционированный митинг. А это Ильдар Юмагулов, провокатор и ранее судимый за обман детей-сирот социальным жильем. Многие из этих людей поддались провокациям Фанзиля Ахмедшина и его соратников по экстремистским делам. Возможно, они не понимали, к каким плачевным событиям могут привести их призывы принять участие в массовых беспорядках и задержанию тех людей, которых они призвали прийти и поддержать главного экстремиста республики. Однако случилось то, что случилось. Страшно и двулично даже не то, что представители интеллигенции и блогерского сообщества записали видео. Удивляет их полнейшая беспринципность и неспособность признавать свои ошибки. Никто из этих людей не оказывает никакой поддержки семьям задержанных, которые тратят свои последние деньги на адвокатов. Никто из них не сказал, что их действия были ошибочны. Как же вели себя эти люди
после баймакских событий. Яңа машина, вот она. Нет, вот машина. Алтынай, поздравляем вас еще раз с покупкой автомобиля. Рахмет. Спасибо, что выбрали именно нас, Халилград. Так, образ такой вот, ракушка, макияж. Сделала в такой красивой студии. Здесь необходимо отметить, что все эти блогеры ранее никогда не были замечены в освещении политических тем, и тем более несанкционированных протестных акций. Как так получилось, что сразу после обращения Фанзиля Ахметшина его поддержали не только каналы иммигранта-экстремиста Руслана Габбасова, поддерживаемого украинским ЦИПЦО, но и резко политизировались вполне мирные блогеры, которые ранее занимались рекламой одежды, бытовой техники, конкурсов и других коммерческих проектов. Тем более, что вопрос иностранного вмешательства в баймакские события сегодня ни у кого не вызывает сомнения, с учетом того, что организующим ядром всего процесса стали Фанзиль Ахметшин, а информационную и координирующую роль в чатах мессенджеров ему оказывал коллаборационист Руслан Габбасов. Обратите внимание, как тонко Фанзиль Ахметшин, имеющий профессиональный опыт артиста и опыт в манипулировании башкирской молодежью еще со времен Союза башкирской молодежи, играет на национальной гордости своего же башкирского народа. Он, понимая, что Россия воюет со всем блоком НАТО, специально поджигает нашу страну и республику изнутри и сознательно призывает прийти людей на несанкционированный митинг. Знал ли Фанзиль Ахметшин, что государство в условиях войны жестко отреагирует на провокации? Безусловно, знал и сознательно вел ребят под каток правоохранительной системы. В последующем он будет говорить, что не призывал людей приехать в Баймак. Так, например, в одном из эфиров издания «Аспекты» Фанзиль Ахметшин лично признает, что уговорил Фаиля Алчинова собрать, мобилизовать местных жителей на протестные акции. И в начале января я говорю, тебя посадят. Он говорит, почему? Я говорю, ну весь процесс идет к тому, что тебя посадят. Что ты хочешь делать? Единственное, в этом случае мы можем сделать так, что если Москва увидит массовую поддержку, что людям не безразлично, что и она может замечаться как Пуштал. Единственный, кто мог в этот процесс, да, и до конца все люди верили, что Путин вмешается как на Пуштал. Здесь он фактически признал, что стал организатором несанкционированных протестных акций, которые перетекли в массовые беспорядки. Он открытым текстом заявляет о том, что хотел устроить второй Куштау и попытаться надавить на органы судебной власти. Мы организовали все наши ресурсы. Я сам туда специально поехал, поэтому 14 числа мы собрались там, мы где-то человек 40 я собрал вокруг себя, где-то около 40 человек. Угу. И, это мусульмане, которые меня знают, там, ребята, которые меня знают. В общем, примерно столько человек. В своих выступлениях он говорит о том, что собирал этих людей для того, чтобы следить, чтобы не было провокаций. Однако этим заявлением Фанзиль Ахметшин, можно сказать, проговорился, так как именно по сути признал наличие организационного ядра, спровоцировавших массовые беспорядки. Кто эти 40 мусульман Ахметшина? Давайте попробуем разобраться. Как вы знаете, уже известно о первом приговоре по баймакскому делу в отношении Ульябаева Ильшата, который признал свою вину и получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии. В наши руки попали уникальные документы уголовного дела, показания свидетелей, приговор суда, который открывает завесу тайны вокруг организаторов протестов в Баймаке. Как же эти события описывают в материалах суда? Известно, что расследование выявило тот факт, что в целях организации массовых беспорядков около 9 часов 00 минут 17 января 2024 года лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица прибыли на несанкционированный митинг. После оглашения приговора Алчинову, начиная с 9 часов 54 минут и по 16 часов 29 минут 17 января 2024 года,
Находившиеся возле здания суда лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, координаторы, действовали совместно, согласованно, умышленно, с целью организации массовых беспорядков. Они осознавали наступление общественно опасных последствий и, желая этого, рассредоточились среди иных участников несанкционированного митинга. После чего, координируя между собой свои действия с помощью средств связи, грубо нарушая общественный порядок, игнорируя законные требования представителей власти, сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии о прекращении противоправных действий. Они стали призывать присутствующих лиц, участников несанкционированного митинга, к неповиновению, применению насилия, в том числе путем метания крупных комьев мерзлого снега, глыб льда, а также иных подручных предметов, представляющих опасность для окружающих. Призывали погромам в виде повреждения имущества, возведению баррикад, препятствующих нормальной деятельности суда и правоохранительных органов, тем самым возбуждая у участвующих в несанкционированном митинге агрессивное поведение, что спровоцировало массовые беспорядки. Данные лица также наносили множественные удары руками и ногами по различным частям тела представителей власти, бросали в их сторону дымовые шашки со слезоточивым газом, причинив не менее 52 сотрудникам полиции и военнослужащим Росгвардии физическую боль и телесные повреждения различной степени тяжести. Брошенными предметами повредили 5 служебных транспортных средств правоохранительных органов. Так, например, Ильшат Ульябаев действовал умышленно. Осознавая общественно опасный характер своих действий, а также зная, что находящийся перед ним сотрудник полиции, подполковник полиции Н, нанес ему не менее 3 ударов руками в область головы, отчего потерпевший испытал физическую боль и согнулся. После этого Ульябаев, продолжая действовать с умыслом, нанес не менее 1 удара ногой по голове подполковника Н, в результате чего тот упал на землю. После того, как подполковник Н упал на землю, неустановленное лицо, придавив его коленом в грудь, удерживало его лежащим на земле. Примечательны показания самого Ульябаева, который признал вину и рассказал причину своего прихода на несанкционированную акцию протеста. Из материалов судебного разбирательства. На митинг он пришел в поддержку активиста Алчинова Фаиля, поскольку слова последнего о разрушительном воздействии горнодобывающих предприятий на окружающую среду тронули, в связи с чем он решил его поддержать. За что осуждают Алчинова, он не знал, поскольку является простым фермером и не имеет юридического образования. Это ярко подчеркивает факт манипуляции, о котором мы говорили выше. Фанзиль Ахметшин и организация «Башкорт» лгали о том, что Фаиля Алчинова судят по политическим причинам за защиту экологии. Выше мы вам рассказывали о том, что его судят за дискредитацию специальной военной операции и разжигание межнациональной розни. Есть еще один интересный факт. Окружение Фаила Алчинова и Фанзиля Ахметшина, Пруфа и Рауфа Рахимова прекрасно знали, что поводом для возбуждения уголовного дела стало не заявление Ради Хабирова, а результаты оперативно-розыскной деятельности силовых структур. Антивластная повестка имела цель канализировать негатив на главу республики. Вот что говорит об этом адвокат Алчинова Ильнур Суиндуков. В деле есть заявление главы. Это установленный факт. Есть заявление Ахметвалиева. Это тоже установленный факт. Между тем, вот эти заявления, они не служили поводом для возбуждения уголовного дела. Все-таки поводом для возбуждения уголовного дела послужили это результаты оперативно-розыскной деятельности, составлен рапорт оперативного сотрудника Центра противодействия экстремизма МВД по Республике Башкортостан. Таким образом, организаторы протеста и пруфы сознательно лгали людям, прикинувшись простыми экологическими активистами и отцами 4 детей. Какие показания давали свидетели в ходе расследования уголовного дела? Среди толпы были наиболее активные лица, в том числе мужчины и женщины, которые кричали соответствующие лозунги, после которых толпа их подхватывала. Двигалась в сторону сотрудников полиции, хватая их за щиты, шлемы, тем самым провоцируя, в результате чего они ощущали опасность. В рупоры они требовали от людей прекратить митинг и противоправные действия, однако их никто не слушал. В последующем митингующие кидали в них палки с гвоздями.
Среди протестующих наиболее активными участниками являлись мужчины, лица которых были закрыты масками и балаклавами, одетые в спецодежду. Данные лица и иные протестующие собирались вокруг отдельных мужчин с рациями, посредством которых последние вели переговоры с кем-то, но о чем он не слышал. Так, он видел, как Давлетов подходил к Мухаметову, у которого была при себе рация, они между собой разговаривали. Далее последний что-то сообщал по рации, после чего со стороны протестующих раздавались крики с призывами прорывать отцепление сотрудников полиции. Когда он прошел к месту, откуда доносились вышеуказанные крики, он увидел Хажиева, который кричал «Берите и кидайте камни», указывая рукой в сторону отцепления. Одновременно с ним то же самое стал кричать Давлетов, после чего на их крики стали собираться мужчины в балаклавах, толпа протестующих приходить в движение, а по команде последнего вперед пытаться прорвать отцепление сотрудников полиции, пиная ногами щиты, хватая их за форменное обмундирование, нанося им удары руками и ногами. Также из толпы сотрудников правоохранительных органов, находящихся в оцеплении, стали кидать тяжелые фрагменты льда и камни. При этом среди протестующих, перекрывших ворота из суда для выезда конвоя, он также видел Мухаметова, который эмоционально что-то говорил по рации, будто бы отдавая команды. Также к нему подходили другие протестующие, и он раздавал им какие-то указания, активно жестикулируя, после чего они расходились по толпе в разные стороны. В толпе он узнал также Байгускарова, который, как и Мухаметов, общался с кем-то по рации и разговаривал с людьми, подходящими к нему. Примерно в 11 часов 00 минут в толпе он услышал крики протестующих «Бей ментов! Отбирай у них щиты! Нас много! Вперед!». Указанные крики расходились от протестующих мужчин, в том числе от Хажиева и Давлетова. После указанных криков толпа пришла в движение, они стали набрасываться на сотрудников полиции, а именно вырывать у них щиты, хватать за форменное обмундирование, пытаться вытащить их из строя, разорвав таким образом оцепление, наносить им удары руками и ногами. Другие протестующие в это время кидали в сотрудников полиции тяжелые фрагменты льда из прессованного снега, камни и поленья. Также он видел, как Ульмазбаев провоцировал и организовывал других участников протеста на применение насилия в отношении сотрудников полиции. В частности, во время одной из волн нападения на сотрудников полиции, стоявших в оцеплении, Ульмазбаев с криками «Вперед! Бей!» повел за собой группу протестующих, направляя их движением руки в сторону полицейских в форме. 17 января 1924 года они наблюдали за действиями протестующих, собравшихся в количестве около 2000 человек возле здания Баймакского районного суда Республики Башкортостан для поддержки Алчинова. После того, как последнему был оглашен приговор, протестующие стали вести себя агрессивно, перекрыли ворота для выезда конвоя, стали выкрикивать требования освободить того из-под стражи. В толпе протестующие собирались группами по 5-6 человек вокруг мужчин с рациями. Среди таких мужчин свидетель номер 3 видел Байгускарова и Мухаметова, а свидетели 4 и 5 только последнего, которые постоянно с кем-то переговаривались, но о чем они из-за шума толпы не слышали. Свидетель номер 3 видел, как Байгускаров ходил в толпе и кричал «Свободу Алчинову!». Все свидетели видели, как к Мухаметову подходил Давлетов, они о чем-то разговаривали, после чего тот снова заговорил по рации, а затем из толпы последний кричал «Люди, берите камни и кидайте». Таким образом, он призывал прорывать отцепление сотрудников правоохранительных органов и применять к ним насилие. Призывы Давлетова находили отклик среди толпы, и протестующие, среди которых были мужчины в масках и балаклавах, по команде последнего «Вперед!» стали нападать на полицейских, хватая за форменное обмундирование, нанося им удары руками и ногами. Другие протестующие в это время кидали в сотрудников полиции из оцепления фрагменты льда и камни. Также свидетели видели, как Давлетов передвигался в толпе и активно кричал лозунги «Свободу Алчинову» в той части, где люди в основном молчали, после чего последние также начинали кричать. Какие выводы мы можем сделать из показаний свидетелей? Во-первых, у участников беспорядков было четкое организационное ядро, которое имело координацию между собой по рациям и конкретную цель раскачать толпу на агрессию в отношении представителей власти. Во-вторых, в преддверии суда над Фаилом Алчиновым была проведена подготовка к противостоянию с правоохранительными органами, рации, газовые баллончики и прочее. В-третьих, показания свидетелей полностью опровергают пропагандистскую теорию о том, что люди сами пришли. Мы четко наблюдаем мобилизацию информационных ресурсов, блогеров, а потом и систему координации толпы непосредственно в день массовых беспорядков. В показаниях свидетелей мы отчетливо наблюдаем ряд фамилий,
которые координировали толпу и атаки на полицию и Росгвардию. Они, по информации источников из правоохранительных органов, связаны с экстремистской организацией «Башкорт» и радикальными салафитами, сетевой структуры активистов Фанзиля Ахметшина. Это как раз и есть те 40 мусульман, о которых вещал лидер башкирских салафитов. Известно, что самого Ахметшина не было 17 января. Однако свои полномочия он, судя по всему, передал Артуру Мухаметову, входившему в управленческое ядро экстремистской организации, один из ближайших соратников Фаиля Алчинова, Руслана Габбасова и Фанзиля Ахметшина. Он салафит. При задержании в его машине обнаружили комплект раций. Ниже представлены фотографии Мухаметова с посиделок лидеров запрещенной экстремистской организации. Тут Мухаметов Артур начинает раскачивать толпу, играя на религиозных чувствах. Самат Давлетов, активист экстремистской организации «Башкорт», координатор атак на правоохранителей. Зафиксированы его переговоры по рации. Как на Куштау, если народ сильно будет сопротивляться, то они, правоохранительные органы, прижмут хвосты. Данис Гайсин, отец 6 детей, салафит. Задержан во время столкновений с правоохранительными органами, пришел на мероприятие с перцовым газовым баллончиком и рацией. Входит в актив Фанзиля Ахметшина и запрещенной организации «Башкорт». Салават Елкибаев, салафит. Задержан во время столкновений с СОБРом Росгвардии. Пришел на мероприятие с перцовым газовым баллончиком, имел при себе рацию. Осуществлял координацию толпы. Входит в актив Фанзиля Ахметшина и экстремистской организации «Башкорт». Личный e-mail «Салафит 1990». Высокая сетевая активность в националистических телеграм-каналах, оставлял комментарии. Сетевую активность проявляет жена, записывая видеообращения и интервью. А вот фотография 2011 года. Молодой Елкибаев участвует в салафитских лагерях Фанзиля Ахметшина. Юлай Аюпов, салафит. Активист экстремистской организации «Башкорт». Совместно с Артуром Мухаметовым координировали толпу, давал указания. Закир Ахмедин входит в актив Фанзиля Ахметшина и запрещенной экстремистской организации «Башкорт». На судебных заседаниях Ахмедин заявлял, что не принимал участие в массовых беспорядках, а осуществлял охрану журналиста «Русньюз», аккредитованного на суд по делу Фаиля Алчинова. Отметим, что «Русньюз» является деструктивным СМИ, освещающим в положительном ключе массовые беспорядки. Таким образом, он лишь подтвердил организованный характер этих протестных акций, в которых учитывали и вопрос информационного освещения событий. Ильяс Байгускаров, молодое поколение экстремистской организации «Башкорт», участник протестных акций. Фактически стал фронтменом организации после ухода в тень Алчинова и стал лицом организации. Был завербован Ахметшиным в салафиты. До этого был вполне себе конструктивным активистом. Здесь он раскачивает толпу. Там же видим блогера Матурмама, скандирующую вслед за Байгускаровым. Шавкат Ульмазбаев, организатор, вел толпу, стоял на бампере автобуса, применял насилие, кидал камни, повредил имущество. Альфинур Рахматуллина, постоянный организатор протестных акций в республике, участвовала в беспорядках, применяла насилие, нецензурную брань, видео распространено в интернете. Плотно взаимодействовала с экстремистской организацией «Башкорт». Ахмед Якупов, активист экстремистской организации «Башкорт» и организации «Патриоты Башкортостана». Постоянный участник протестных акций, активен в социальных сетях, размещает деструктивный контент. Организатор, координатор. Есть видео, где отчитывается об участии в беспорядках. Таким образом, салафитское подполье Ахметшина и активисты экстремистской организации «Башкорт» стали основными организаторами и координаторами массовых беспорядков. Остальные задержанные по баймакскому делу стали жертвами их манипуляций, поддавшихся эффекту толпы. В свое время Следственный комитет России опубликовал хороший видеоролик о протестных акциях в Москве.
В нем представитель ведомства заявляет, что акциями руководят находящиеся вдали эпицентры событий кукловода, задача которых правильно распределить роли и финансовые потоки. Кроме того, в ролике генеральный директор научно-исследовательского института социологии Мария Филь объясняет, что эмоциональная реакция приводит людей на санкционированные и несанкционированные протестные акции. Эмоции берут верх над рассудком. Так бывает и бывает нередко. Отсюда, по словам специалистов в области социальных технологий, и возникают вспышки агрессии у мирных протестующих. Потом, взяв свои эмоции под контроль, люди даже не могут вспомнить, что их подтолкнуло ударить полицейского или кинуть камень в толпу, говорится на записи. Так случилось и во время баймакских событий, когда несколько десятков организаторов при должной информационной поддержке мобилизовало толпу на массовые беспорядки. Кстати, уровень цинизма организаторов баймакских провокаций удивил и заставил высказаться даже тех башкирских общественников, которые сами раньше были замечены в организации несанкционированных митингов. Комментарий Файзулы Шайхисламова. Провокация с полицией, да, спровоцировать полицию, там кто-то там, кто провоцировал, я не знаю точно, но провокация была. Провокация была, и значит полиция в итоге применяла физическую силу жестко. Ну, понятно, что и полиции, в отношении полиции тоже там силу применяли. И в итоге мы имеем то, что имеем. Пацанов закрыли. Я считаю, что вот эти вот пацаны, да, это обычные деревенские пацаны. По сравнению вот с теми, которые вот это вот все организовывал, да, это вот пацаны-кормильцы, они же имеют своих детей, у них... Да, мы знаем, многодетные отцы, фермеры, как правило, простые мужики из деревни. Понятно. Это обычные, бескорыстные пацаны, которые вот в армии служили, да, по сравнению вот с этими вот, да, они работали всегда, они вот скотину держат там, в семье помогают, родителям помогают. Они обычные деревенские пацаны. Это большая провокация и большая глупость, которую вот совершили, вот допустили, не то что допустили, и совершили вот эти вот несколько пацанов, кто вот эту провокацию организовывал, да, 5-6 человек. Докажите вот эти вот, Фанзиль, Ильдар Юмагулов, да, и там с Башкорта там несколько ребят. Докажите, что вы действительно за башкирский народ. Если вот они возьмут на себя, да, то можно будет с этими разговаривать с адвокатами, что при условии этих пацанов выпустят, а этих вот заменить вот этими. Вас предупреждали, надо пресекать, уже было после Кармаскалов. Ирония судьбы в том, что сразу после задержания участников беспорядков все открестились от них и от финансовой поддержки семей задержанных, которые вдруг остались один на один со всеми своими проблемами, а в деревнях на эти семьи стали смотреть как на прокаженных. Адвокаты стали открыто навариваться на проблемах семей задержанных, а деструктивные активисты продолжают провоцировать их на противостояние с властью. Организаторы массовых беспорядков с салафитским бэкграундом подвели не только себя, но и свои семьи и семьи других задержанных. Фактически, основную помощь семьям задержанных оказали не участники протестов, блогеры или политизированная интеллигенция, а представители власти, которые, несмотря на их прокаженный статус, взяли на себя ответственность помочь гражданам, которые пошли по кривой дорожке. После баймакских событий прошло немало времени. Многое осознали непосредственные участники этих событий, а также их семьи. Бүгінгі күнде һез атайығынан бәйләнештә, әйеме? Әйе, атайығынан бәйләнештәбез. Хат язышабыз. Әйе, хат язышабыз, аднаһына өс тапкыр язышып торабыз. Бүгінгі күндә бына атайығыз ошо баймак вакыйгалары турасында ниндәй уй фикердә? Хаттарда язамы? Атайым үкенә, әлбәттә, сөнки көн теге аднаһын хат язган һайын, атайымдың обязательно анда бер строчкаһы була. Матурдарым гафу итә алһагыз, мин үкенәм барганыма. Алла верһә кайтып инһәм, анда нидәргә башка йөрмәйм, кешеләргә провокацияга һалынмай, үземнең гаиләм мәңгенә яшәй сакман балаларны көтеп, шулайрак нидәр язайм. Атайымды Уфага алып киткәс, без түгел, мин сразу таптым адвокат Сибайдан. Мин адвокатта һораштырманым, кая һәйбәт түгел дип, теге беренчегә андай хәлгә эләккәс, туттым да интернетта карадым да таптым бер адвокат Сибайдан инде. Беренче 150 мең һораны. Һоңнан юлына барып кайтуга атайга постоянно 10 мең китеп торды.
И ондан біз решили еще тагын бір адвокат ялларга, ол уже ОВДнан государственно бесплатно. И следствие вакытында был безнеке основной адвокат тагын бир акча сораган 150 миң, и шуга күрә без анан отказаться итәргә булдык. Безнең уйлаубызса, пока безгә бер адвокат җитә. Атайгыды сакырган кешеләр, әйдәгән кешеләр, һезнең белән бәйләнешкә сыктым, һезгә берендәй ярдәм кулын һуздымы? Үдегез һөйләп торагыз бит, инде адвокатларга күп сыгымдар китте. Прямо әйдәгез дип сакырып утырган блогерлардан бер ярдәм да булманы. Ну, теге бәләкәйрәк блогерлардан, алардан ярдәм тиде. Теге адвокатка аксайганда үзләренә репост эшләп, чтобы теге уларның кешеләре күп бит инде караусылары. Анан әдрәк ярдәм тиде. Ну, теге нык итеп прям көсләп сакырып утырган кешеләрдән булманы инде. Мәсәлән, Алтынай Валитов, Фанзил Ахметшин, Руслан Габбасов, бүген инагент сепаратист бит инде, хатлык ян. Улар һезнең белән бер нисек тә бәйләнешкә сыкмадылар. Юк. Ярдәм кулдарын һудманылар. Һудманылар. Дим, кустыгызга күпме акча адвокатларга китте? Нинди сыгымдар булды? Кышкыһын уга где-то бер 300-400 мең тирәһе китте инде акча. Кайдан алдыгы бу акчаны? Это еще только адвокату, Тимур. Еще, то есть на дорогу, то есть адвокатам на дорогу. То есть бынаһына бер, белмәйм, 500-600 тирәһе акча китте. Онда мына авылдаштар, мына ябай халык, Димдин иптәштәре, шул спортсмендар, СВО-га йөргән егетләр ярдәм иттеләр, ярдәм күрһәттеләр. Дим үзе ниндәй фикердә уның белән бәйләнешкә сыкканда? Ну, яңылыштым дип әйтә. Улар күбеһе яңылыштык, провокацияларга бирелгәннәр дип. Ул даже провокацияларга бирелгән түгел, улар алдандылар. Мына алдандык дип торалар. Шул. Улар мына шул егетләрне ялдап, мына улар эмоцияларга бирелгәннәр. Мына ничек дип әйтәм? Уларны алдап, сителгә сыгып киттеләр. Буларны вот так, как марионеток. Отдали просто в тюрьму и все. Береһелә шул вакыйганан һуң, бит менә безнең егетләрне утырттылар, бит. Шул вакыйганан һуң береһелә звонить итмәне, менә шылтыратманы береһелә, бит. Береһелә бер ниндәй дә ярдәм күрһәтмәне шул егетләргә. Улар рәхәтләнеп сителдә, менә ничек дип әйтәм, карьераһын, бит, нимештә яталар, менә шәп булып яталар. Мына Алтынай Валитовты карагайным, бит. Миңа шу хәттем ерәнес булып китте, беләңме, Тимур? Уны кеше шу хәттем мына мактап. Там честь башкирского народа. Какая честь, Тимур? Мына честь ул мына баштан бергә и до конца бергә. Улар руса әйтмештәй, безнең егетләрне всех кинули, на произвол судьбы оставили. Хоть бы кто, хоть бы один позвонил, сказал: какая вам нужна помощь? Я специально смотрю их видео. Понимаешь? Ни одного слова об этих парнях нет, которые сидят. Тимур, вот за это обидно. Сакырдылар. Кто вспомнил? Ил-булгактары, их никто не помнит. Понимаешь? А зато кешеләр ялдап, шул мына Алтынай Валитовка акча ебәрәләр. У нас была возможность присутствовать на одном из судебных заседаний по баймакским событиям, и мы ею воспользовались. Вы слушали мнение задержанных, предлагаем и вашему вниманию. У кого-либо намерение сделать заявление имеется? О случившемся сожалеете? Ну, сами, пожалуйста, подсудимые, если не затруднитесь, давайте так. Сожалеете о случившемся? Конечно, сожалеем, да. Если была бы попытка исправить произошедшее, вы бы, воспользовались ей, не поступили так, как вот вам инкриминируется? Конечно, поступили по-другому. Это случайно обстоятельства времени. И мы случайно оказались там, где не хотели быть. Призываете людей не совершать, повторять ваших ошибок? Призываем, чтобы люди не совершали данные ошибки и
соблюдали законы Российской Федерации. Ну, в содеянном раскаиваетесь? Раскаиваемся полностью. А о случившемся сожалеете? Произошедшем? Сожалеем, конечно, о случившемся. Суд за слушанием участников процесса, вещаясь на месте, постановил в целях подготовки подсудимых к даче показаний и формирования итоговой процессуальной позиции по предъявленному обвинению отложить судебное заседание на разумный для этого и достаточный для этого срок. До свидания. Бұны ошо суалыштырға несік барып электің? Ну, мен интернетте там бирөө голосовой берген, кимге бергенин да билмейм даже. Сол алдап сакыргандар, шунун аркасында барып электим. Алданып барып электим. Неме деп алдың бар? Кимдердин ерлери бар, соларга барууга, кимдердин ерлери неге разработкага бермекке деп ушулай информация бар, шуңан бардым. Кимдердин арендалы ерлери бар. Өкүнүс бармы ошо? Бар, конечно. Неде өкүнүстөр бар? Қазір елдар бойына мен бұнда отырам. Өкініс көп, үйде іштелмеген іштер көбіне. Малайға үй іштер атайын, ол іштермей отыра. Өкіністер көп. Агерда бұл халды өзгәртергә мөмкинчелек булса, үзгәртергә. Осы минутта өзгәртелми. Яшьтәргә нинди кәңеш бирәгез? Яшьтәргә бермәскә мондай нәмәләргә. Интернетка ышанмаска, алданмаска. Беләм, бuna ошо хәл килеп сыкты бит, бұл хәлгә үкенесең бармы? Бар, конечно. Сенбе үйде яңғыды балалар менен келешикке бөлөдүнө биз калды хәзер. Отым бесенде бирөө да келип жардам этип отурмайт неме. Ошого тектим өзүм иштеп келдим. Үйдө 4 бала менен катын калды. В Башкортостане в настоящее время наблюдаются тектонические сдвиги формирования новой постсоветской идентичности. С одной стороны, мы наблюдаем полный отход от суверенитетского дискурса во внутренней политике, что предполагает отход от любых форм использования этнического национализма. С другой стороны, ряд акторов, выросших и получивших политическую социализацию в 90-х, продолжают использовать управляемый национализм для удовлетворения своих личных политических амбиций. Баймакские события во многом стали возможны благодаря давлению и деструктивной активности различных архаичных сил – Рауфа Рахимова, Фанзиль Ахмедшин, экстремистская организация «Башкорт» и другие, которые, исходя из личных интересов, превратили нашу республику в полигон для монетизации собственных амбиций. С другой стороны, мы видим, как большая часть башкирского общества, элит и интеллигенции не поддалась провокациям и демонстрирует отход от суверенитетских установок и втянулась в механизмы поддержки федеральной и региональной политики. Это подчеркнул в своем выступлении на 6-м Всемирном Курултае Башкир глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Все эти 5 лет нам и мне лично приходилось буквально продираться сквозь дебри лжи и клеветы. Нашей управленческой команде, мне лично, выдвигались неоправданные обвинения в недостаточных темпах развития республики. Причем недовольны были те, кого отстранили от государственной кормушки. Я это беспощадно делал. Прилипшие в свое время к бюджету разного рода деятели, которые распространяли откровенную ложь, в том числе и о нашей национальной политике. Но вы сами все видели, что только не писали. Некоторые утверждения сводились к чисто мракобесным идеям, что Башкортостан должен быть только для башкир. Нашлись и те, которые под видом псевдозащиты экологических прав взбаламутили сотни людей в Баймакском районе. И, наверное, нам этот период в развитии нации нужно было пройти через все это. Для того, чтобы, осилив такой сложный конфликтный путь, понять, что для нашей нации нужно сегодня. Осознать истинные мотивы тех, кто пытался увести нацию по пути, еще раз повторю, мракобесия. Не дать ей развиваться многонациональной семье народов Башкортостана и России. Повторюсь, это были
корыстные мотивы тех, кто был справедливо отлучен от государственной кормушки и не будет больше допущен. При этом я точно знал, что развивать республику, двигать ее вперед без поддержки основной государствообразующей нации невозможно. Даже не надо было к этому приступать, если такой поддержки нет. А сегодня я твердо убежден, что у нас и у меня такая поддержка есть. Бұның үшін мен бүгін өзімден қадірлі башқұрттарыма рахмет айтам. Әліге ауыр заманда меңе терек болғаныңыз үшін ұлы рахмет. Помните, когда началась специальная военная операция, к башкирам с открытым письмом обратился тогдашний министр обороны Украины Резник. Он так и большую статью опубликовал, «За что воюют башкиры» называется. Ну, разумеется, вы понимаете, что они там хотели нам писать. И вот тогда я задумался, почему у них отношение, внимание именно к нам, такое, к башкирам. И вот понял самое главное. Потому что они нас боятся. Потому что мы племя воинов, верные, подданные своего Отечества. Нас не сломить на поле боя. И в нашем народе нет предателей. Мы защищали и защищаем Россию на протяжении почти 5 столетий. А они способны лишь на жалкие попытки расколоть нас изнутри. Но у них ничего не получится. Потому что ими движет подлость и страх, а нами будущее Башкортостана и башкирского народа. Сегодня Российская Федерация ведет военные действия с Украиной и НАТО. И все народы нашей страны, независимо от национальности и вероисповедания, героически защищают суверенитет государства. Башкиры, демонстрируя верность историческим традициям, присяги, вносят огромный вклад в будущую победу России и ее становлению как великой многонациональной евразийской державы. Поэтому баймакские события являются также последними конвульсиями элит 90-х годов. Такие сложные социальные процессы и построение нового башкирского общества не проходят без политических кризисов. Модернизационные процессы, конфликт нового и старого проходят через определенные разломы. Башкирское общество должно формировать иммунитет к деструктивному идеологическому давлению со стороны внешних и внутренних групп, внутренние механизмы защиты от провокаций и попыток его хаотизации. Это возможно только через просвещение. Просвещенный народ никогда не поддержит экстремистскую организацию «Башкорт», Фаила Алчинова, Фанзиля Ахмедшина, Рауфу Рахимову и других провокаторов. А если перечисленные люди не будут иметь успех в своей деятельности, тогда не будет никаких баймакских историй и здоровых активных мужчин в СИЗО. Наш 1,5-миллионный башкирский народ не может разбрасываться ни одним из своих представителей ради достижения политических целей мелких провокаторов. А в условиях специальной военной операции подвергать многонациональную дружбу народов сомнению – это преступление.